июня 1632 году. И сразу начал, значит, со строительства острога под названием Ленинский острог. Вот этот Ленинский острог и послужил основанием города Якутска на правом берегу реки Лены на земле барагонских якутов. Строительство началось у него со дня прихода и кончилось, завершилось строительство острова 25 сентября 1632 года. И это строительство, окончание острога, да, у нас и установление дружественных отношений отряда русских с районом Барагонского улуса Легое послужило основанием дружественных отношений якутов с русскими. С тех пор, значит, вот память этого исторического события вот на берегу, на правом берегу Лены, на земле, значит, Сотинском, в зоне, вот это зоне современного поселка Сотинцы, силами общественности началось здесь строительство специального музея Ленинского историко-архитектурного музея-заповедника под названием «Дружба». С тех пор мы именно так. На началах дружбы якуты живут вот без малого 400 лет в составе России с той поры и до сей поры. Как сегодня, так сказать, вы оцениваете наши отношения, состояние наших отношений с Россией как субъекта федерации? Вот в свете вот тех исторических процессов, которые происходили здесь 3,5 века назад, и, может быть, как это связывается сегодня с ситуацией политической в России, если соотнести это с независимостью российского государства, которое вот на днях будет отмечаться 12 июня? Народы наши прошли довольно сложный путь в своем развитии. Это вполне естественно, потому что развитие человеческого общества, в том числе народов, она имеет определенных точках в своем развитии крутые повороты. Я как вчера помню работу первого съезда народных депутатов Российской Федерации, который действительно на крутом повороте россиян приняла Декларацию о государственном суверенитете России. Это было 6 лет тому назад. Мы находимся в кануне этого дня. Что я могу сказать? История наша продолжительностью около 400 лет показывает, что люди всегда хотели и хотят жить в мире и согласии. Я горжусь тем, что республика, земля наша никогда в своем развитии вместе с Россией не имела серьезно конфликтной ситуации. И мысли наших людей были всегда устремлены в сторону России, а не на восток. Что касается сегодняшнего положения, наши взаимоотношения с федеральным правительством, так называемым центром, это можно сказать, они наиболее жизненные, наиболее приемлемые и наиболее соответствующие
соответствует традиции трехвековой, когда якуты, русские вместе жили и добровольно друг с другом решали сложнейшие вопросы государственного устройства. У нас в нашей истории памятная поездка Сыранова, Семена Ржакова к царям российского государства. И как они ставили, и как в последующем принималось решение. Когда Семен Ржаков императрице вручал план о якутах, поражаешься, даже мы, люди, проживающие в конце 20 века, навряд ли так глобально, разносторонне ставим такие вопросы, как он ставил. Я поражался, когда спустя определенное время было принято решение об образовании степной думы. Это первой четверти XIX века, когда в самой-то России понятия думы не было. И было разрешено иметь этот орган, выборный орган. Ну а сегодня как? Мы в 90-м году приняли свою декларацию о государственном суверенитете. Мы повысили статус своей республики не сверху, а снизу, когда народ сам, обсуждая этот проект декларации, согласился, да, мы должны иметь статус такой республики. Мы один из немногих субъектов Российской Федерации, которые настойчиво с 90-го года вот ставили вопросы, чтобы наше государство российское было образовано на фундаментах, который прежде всего соблюдал мир согласия, добровольность. Таким документом был федеративный договор. Это сегодня можно легко сказать. А тогда, когда вообще понятий не было, договорные отношения, конституционные отношения, это совершенно тысячелетней истории России были первые шаги. Но ум государственных людей Российской Федерации все же это новшество сделало фундаментом создания новой России. И после громадной разносторонней работы этот договор был подписан 31 марта 1992 года. После этого надо сказать, что мы продолжали дальше совершенствовать свои взаимоотношения на нормативных условиях. И мы впервые подписали соглашение по экономическим вопросам. В конце 1992 года разграничение собственности. После этого ряд нормативных актов, специальный указ президента Российской Федерации был принят по практических мерах реализации федеративного договора в Республике Саха-Якутия. Ну и, наконец, в прошлом году, как раз в июне, мы подписали с Россией очень широкий, перспективный договор о взаимоотношениях, разграничениях своих функций и обязанностей. Это действительно договор мира, согласия, договор равноправия, договор, который уже дает плоды. Я глубоко убежден, используя этот договор, его развивая, республика поднимется совершенно на новый уровень в своем развитии. В связи с этим у меня такой вопрос возник, Михаил Ефимович. В процессе реформирования приходится ставить и политику, и экономику, так сказать, на почву здравого смысла, заставлять их работать на человека.
Как вы оцениваете, вот, если взять последние, скажем, 4-5 лет, сделанное в республике, от чего, на ваш взгляд, можно было бы, надо было бы отказаться, если бы снова начать вот этот процесс? Ну, прежде всего, мы 5 лет тому назад сказали, что наша экономика должна работать в интересах якутян, россиян. То есть она должна повернуться лицом к человеку. В то время в нашем бюджете 29% занимала бюджетной части расходы на социальные вопросы, на решение социальных вопросов. Будь это пенсии, будь это пособия, будь это другие вознаграждения. А сегодня 52%. Это говорит о том, что экономика наша уже довольно ощутимо поворачивается. Свидетельством является, если общий доход каждого жителя Якутии взять за 100%, из них заработная плата 72%, а 28% это уже бюджетное ассигнование в виде пособий, пенсий, стипендий, понимаете, различные льготы, которые выдаются людям нашей республики. Это очень большой показатель. Если мы 5 лет тому назад в народном образовании примерно предусматривали 20-19% бюджета, то в текущем бюджете 42% это народное образование. То есть это социальные вопросы. Так что я должен сказать, медленно, но уверенно наша экономика, наш бюджет вот, поворачивается лицом к человеку. Ну и те объекты, которые мы сегодня строим, будь это национальная государственная программа жилья, так, если мы 3 года тому назад индивидуальное жилье строили где-то 100-120 тысяч квадратных метров в год вводили, а в прошлом году 346 тысяч квадратных метров жилья вводили. Это тоже социальная проблема. И при том она в основном финансируется за счет именно финансовых ресурсов на основе долгосрочного кредита, беспроцентного, вот, жителям нашей республики дается для строительства индивидуального жилья. Те объекты здравоохранения, просвещения, культуры, спорта, которые мы широко сегодня вот строим, не только в городе Якутска, но и в республике в целом, это и говорит о том, что мы уже уверенно поворачиваем свою экономику в сторону нужд человека. Михаил Ильич, остаются буквально считанные дни до выборов президента Российской Федерации. И общество, естественно, сегодня думает об этом. Готовится сделать свой выбор люди. Агитировать всегда трудно, но объяснять надо людям, что все-таки удалось сделать за последние годы. Народ у нас понятливый. Вот я помню, что в одном из разговоров вы бросили такую фразу, что ни один генеральный секретарь не сделал для республики столько, сколько сделал Ельцин за последние годы, ну, фактически за непродолжительное время. Интересно, вот, что стоит за этими вашими словами? Ну, прежде всего, до 90-го года собственностью республики являлось коммунальное хозяйство и так называемая местная промышленность. Это столярные цеха, промкомбинаты и так далее. А начиная с 92-го года на основе разграничения собственности якутяне, жители стали собственниками основных фондов крупнейших отраслей нашей экономики, будь это алмазная, золотая, угольная,
газовая, энергетика, транспорт и так далее. Вот это иметь такую возможность удалось именно в эти годы, 92 ноябрь. И разграничение собственности стоит подпись президента Российской Федерации. Мы постепенно, настойчиво в своей жизни внедряем понятие бюджетный федерализм. Именно бюджетный федерализм – это основа из основ любой республики, любой области, края. Именно на основе этого его бюджет пополняется. На этот вопрос решения этого сложнейшего вопроса стоит подпись Бориса Николаевича. Мы уже 4-й год федеральные налоги оставляем здесь у себя в республике и направляем на строительство крупнейших объектов. Вот. И далее часть, как источник, доходная часть бюджета республики становится. Следующее я должен сказать. Впервые, а точно, сегодня республика имеет доступ к своим богатствам. Будет алмазы, будет золото, а по углю практически сама республика распоряжается. Так, мы в текущем году экспортировать будем порядка 5,5 миллиона в страны Тихоокеанского бассейна. Когда это бывало? Сегодня республика, используя свою долю ювелирных алмазов, золота, производит различные, великолепные товары народного потребления. Я много могу привести примеров, расшифруя, что стоит, какая философия стоит за теми словами, которые я действительно в свое время говорил. То есть республика, якутяне имеет право сегодня свою долю в добываемом алмазе, добываемом золоте, а все остальное принадлежит, будь это уголь, будь это сурьма, которая добывается 100% только нашей территории. Это владельцы якутяне этого богатства. Олово, которое мы добываем 60-70% от объема российской добычи олова. Это тоже собственность республики. Конечно, безусловно, эти моменты говорят очень много. Есть материальное, так сказать, выражение. Да, конечно, безусловно, да. Именно, ведь, что значит создать золотой фонд? Да. Запас. Это единственная республика, которая такое право имеет. Что такое алмазный фонд у себя республика создавать? Это единственная республика, которая имеет на это право. Ведь наша республика только имеет комитет по драгоценным металлам и камням. Это все на нормативных основах, на основании указов, постановлений президента и правительства Российской Федерации. Я вот недавно, мне довелось, так сказать, быть в Киргизии, когда туда уезжала делегация наша правительственная, которую вы возглавляли. И там я, когда слушал президента Акаева, председателя правительства Киргизии и других руководителей республики, я себя постоянно ловил на мысли, как они считаются с республикой нашей. Вы, наверное, тоже, обратили внимание, они считаются республикой. Мы были там, естественно, как субъект Российской Федерации, но сама тональность разговора, круг вопросов, которые обсуждались, это говорит действительно о том, что люди понимают, что республика это не
не просто регион Российской Федерации, это очень сильный экономически и природными ресурсами край, с которым стоит иметь дело. И все эти разговоры шли, конечно, в рамках развития отношений между Россией и Киргизстаном, и Якутия, так сказать, вот там была, достойно представляла Российскую Федерацию. Ну вот, Эльдар Махал, вы поймите, бюджет Кыргызстана, который имеет 4,5 миллиона населения, 460 миллионов долларов. Бюджет Якутии, который имеет население 1 миллион, 1,5 миллиарда долларов. Есть разница? Наверное, есть разница. Небольшая. Небольшая. Ничего подобного. 3 раза у нас, а если небольшая в кавычках. Да. А если на одного человека, то 12 раз больше. Это что-то говорит, конечно. И когда мы говорим, что в прошлом году в виде пенсий, пособий, стипендий, заработной платы миллиона населения республики получило 10,5 триллиона рублей, это тоже, наверное, показатель. И когда мы говорим в городе Якутске, на каждую 100 семьи приходится 65 автомобилей, это тоже, наверное, говорит. Да, мы имеем и трудности свои, это вполне естественно, развитие. Но за 5 лет то, что мы шагнули, наверное, в недалеком прошлом, это десятилетиями было сразу. Мы сегодня вот решаем многогранных проблем. Газификации села, строительство жилья, вот заречная работа, подача воды с Лена. Это практически в недалеком прошлом такие проблемы вообще не стояли. Поэтому я глубоко убежден, еще пройдет несколько времени, Якутия совершенно по-другому будет выглядеть. Ну и главное, трудящиеся будут побогаче жить, более красивее, более зажиточнее. Вот это главное наша позиция. Я думаю, что вот особенно в последние годы, вы, наверное, с этим согласитесь, что действительно произошел такой резкий перелом, так сказать, в психологии людей, такой нравственный какой-то, так сказать, перелом, когда люди себя почувствовали действительно, что они являются хозяевами и тех богатств, которые есть здесь, и того, что производится из этих богатств. Люди все больше чувствуют свою сопричастность к тому, что здесь происходит. Это, наверное, все-таки главное, что позволит, так сказать, позволяет с оптимизмом смотреть вперед. И в этом, наверное, и появляются какие-то вот первые проблески, черты новой Якутии, о которой вы постоянно говорите, о которой все мы говорим и пишем, так сказать, о чем мы и мечтаем, если хотите. Вот это, наверное, и есть шаги к этому. Безусловно. Вы правильно подмечаете, сопричастность каждого жителя проявляется в самом главном, именно обеспечении мира и согласия. Вот этим соприкасаются, этим создают такую обстановку, что люди думали прежде всего, что его благополучие зависит от него самого. Если будет трудиться, если будет получать образование, то и жизнь-то его совсем по-другому пойдет. И притом без понукания, без различия, понимаете, указания. Потребностью. Как потребность должна появляться. Вот в городе Якутске, например, очень большая преступность. Примерно 40% удельный вес занимает. Хотя по количеству 20%. Так почему?
Ну что было в недалеком прошлом, понимаете, в столице республики, чтобы человек и духовно развивался, физически, так, отдыхал. Ведь это парадокс же, ведь ни одного дворца спорта не имеет, столица называется, ни одного хорошего бассейна не имеет, спортивных залов, понимаете, дворцов культуры и так далее, и так далее. Так, естественно, куда должен идти? И вот помните, когда та система была, то они заставляли, понимаете, дежурить без конца, то ли половина населения выходила, понимаете, и так далее. То есть грубое, силовое подходы решения, попытки подхода решения. Никогда мы этим ничего не добьемся. А если человеку мы дадим возможность Увлечь его. увлечь, и он сам потянется. Да. И когда вот за рубежом бывает, на улице совершенно детей не видно. Да, они заняты. Ребята все заняты. Вот этот путь мы должны выбрать, и выбрали, и мы не свернем. Хотя говорят, что вот в тяжелейших условиях престижные объекты строите. А почему мы строим? А потому что сам человек становится у нас престижным, на первом месте. Вот почему мы на это идем. А если жили бы той системы, где говорили, ради производства давай, 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 тогда и что было? Мы имеем свою историю, наглядно видим и к чему приходим. Поэтому мы не свернем, да, престижные объекты, потому что сам человек становится престижным. Мы будем отмечать День независимости России. Это фактически День независимости каждого субъекта Российской Федерации. В связи с этим я хочу вас вот о чем спросить. Какое значение вы придаете расширению внешнеэкономических и других связей республики за пределами, так сказать, России, регионов России? Ведь нередко можно слышать, что вот говорят, что вот увлеклись поездками за границу, ездят туда, ездят сюда, дачи никакой нет и так далее. Вот. Что вы могли сказать? Но прежде всего разнообразные связи – это развитие. Без связи развития нет. С другой стороны, получив право собственности, право распоряжаться этой собственностью, безусловно, республика смотрит, как бы рационально, как бы выгодно использовать эти свои ресурсы. Выход один. Не только внутри России надо устанавливать экономические связи, но и внешним миром. Что мы и делаем? Что дает нам это? Ну вот наблюдаете, появляются товары более лучшего качества, более привлекательные. Вот мы полную реконструкцию швейной фабрики сделали на основе японской технологии. Но сегодня не различишь же, где это шит. Этот костюм, это платье, это великолепно по мировым стандартам. Разве это плохо? Или будь это медицинский центр. В год где-то проходит через него 50 тысяч человек. 5 тысяч операций сложнейших. На основе именно высококвалифицированного потенциала и технологий. Крупнее, сложнейшие операции. Или возьмемте другие сферы. Вот мы начинаем производить великолепные оконные дверные блоки. По мировым стандартам. Или возьмите вот лесную промышленность. Вот мы начинаем перевооружаться на базе финской технологии. Вот в Венске в прошлом году купили великолепные системы машин. Но это система машин, а сейчас надо перерабатывать. И много-много другое, что дает нам право, мы на верном пути.
А если взять нашу компанию «Алмазы России», ведь добрались до Анголы же ведь, и наша компания будет там разрабатывать алмазные месторождения. Мы сегодня выходим по добыче золота Монголии. Вот что дает нам. А что говорят, много ездит. Ну, навряд ли, если в адрес президента, то выезд, наверное, в год 3 от силы. Год бывает. Что касается наших творческих работников, наверное, и того меньше. А что касается детей, да, в год, ну, порядка 1000 ребят отправляем, но это летнее время, разовое, в школах общения, школа совершенствования и так далее. Но когда 5-10 лет тому назад это великая сенсация была, если один человек куда-то выезжал. Да? А когда сегодня действительно ребята, вот даже ребят, в количестве 1000 увидели, конечно, но это переходящий момент. Я думаю, мы все привыкли к этому. Сейчас совместное предприятие создаем. Да? И мы хотели бы не только иностранцы к нам приезжали, а мы больше. И мы с будущего года начнем осваивать строительство в зарубежных странах. И мы сейчас к этому готовимся. Нашими силами, силами республики. Да, нашими силами. Скажем, Якутуглестрой силами, да? И Якутуглестрой, Сахавнишевстрой пойдет, да. Я же говорю, мы с будущего года будем добывать алмазы в Анголе, да. Будем добывать золото в Монголии. Вот. Так что мы сперва изучили, посмотрели, а потом уже мы согреваем. И когда вот наши ребята, строители, работают совместно с иностранными фирмами, они наблюдают, по квалификации нисколько не выше. Их преимущество — это хорошие строительные материалы, отделочные материалы, технологии, оборудование. Вот это видно по объекту, Да, который вот построен. здесь мы уступаем, конечно. Вот поэтому вторая задача студентов внешнеэкономических связей — это выход самой республики своим научным потенциалом. И то, что общение дает возможность получить большие кредиты, инвестиции в ряде объектов, это тоже дает только внешнеэкономическая связь. Мы уже получаем десятками миллионов. Сегодня завершается подписание контракта с правительством Японии по строительству 4 больниц на селе. Эта республика добывает сама и сама будет расплачиваться. Вот что будет. В общем, мы сегодня на золото уже начинаем привлекать иностранные инвестиции. Под залог нашего золота. По разделу продукции. По разделу. Отстой про разделы продукции. Так что я и обращаюсь к своим согражданам. Мы изолированно не будем жить. Мы часть цивилизации. И будем работать как часть цивилизации. То есть цивилизация одно. Мир одна. Один. Планета одна. Почему мы должны изолированно жить? Я знаю, что и все знают, я уверен, что и все якутяне знают, что наша республика является одной из тех республик северных, которые выдвинули идею объединения арктической вот этой околицы, я бы так сказал, России, для того, чтобы эффективнее решать проблемы, стоящие перед этим регионом. Так, в частности, вы являетесь инициатором этой идеи, тут нечего скрывать, так сказать, создание соглашения, вот этого арктического соглашения. Недавно прошло в газетах, в прессе везде и в средствах массовой информации сообщение, что наконец-то усилия увенчались успехом и создано это арктическое соглашение. Какое вы придаете этому значение, какой вы вкладываете смысл в создание такой организации?
не правительственные какие-то организации. Эдуард Михайлович, вы одну вещь надо вот знать, или мы по геополитическому положению, так, Якутия, но тяготеет к двум континентам, двум частям. Первое – это планетарно Арктике, поскольку мы выходим непосредственно, и с другой стороны мы Тихому океану. Вот поэтому в своей политике мы все это учитываем. Больше, конечно, у нас связь в экономическом плане будет развиваться с Тихим океаном. Ведь мы даже суда вывели, наши суда в Тихом океане работают. И с каждым годом мы поставку угля будем. И сегодня очень большая работа проводится транспортировки якутского газа в Республику Корея, Китай. Вот. В этом направлении работа будет с каждым годом усиливаться. Но с другой стороны, как я сказал, мы имеем выход Арктику. Почему мы ставим перед собой именно объединение усилий всех арктических регионов, находящихся в данной территории? Во-первых, не под силу даже России решать глобальные проблемы Арктики без объединения усилий с другими арктическими странами мира. У нас здесь политика двухступенчатая. Первое – это объединяться арктической части самой России, от Мурманска до Чукотки. И вторая ступень – мы должны вклиниваться или объединяться с всеми арктическими странами планеты. В первой части мы довольно успешную работу проводим, объединились, Арктическое соглашение. Вот. Я являюсь руководителем Арктического соглашения Российской Федерации. Какую мы задачу ставим? Ну, прежде всего, мы должны все сделать, чтобы людям жилось в этой самой тяжелейшей природно-климатической условиях планеты более-менее по-человечески. Второе. Что то, что создано было, будь это крупные промышленные предприятия, главное, Северный морской путь, они были сохранены. Сегодня, к сожалению большому, люди выезжают с севера. К сожалению, многие шахты, многие промышленные предприятия закрываются, свертывают, а практически северного до морского пути практически не стало жить. Арктика очень капиталоемкая. Бюджет России, конечно, не выдержит все это. И с другой стороны, какие-то рыночные структуры, управления надо тоже внедрять. Вот поэтому мы ставим следующие задачи. Первое – создать крупнейший банк развития и реконструкции Арктики. Без развития банковской системы, притом без крупнее, где участвовало федеральное правительство. Мы предлагаем, что учредителями были все территории наши. Так, и 1% от промышленной продукции, которая добывается или производится в этих территориях, должны именно как основной фонд направляться. Я должен сказать, эта идея поддержку получает, и мы в прошлом году соглашение с федеральным правительством, федеральное правительство обязалось, что содействует именно созданию этого банка. Так, второе, вот это в таком планетарном масштабе. Сегодня есть Северный форум, но это не правительственная организация, это организация, которая объединяет территории, штаты зарубежные. Да? Вот. Туда входят все скандинавские страны, Аляска, Канада, Хоккайдо, вот. Северные провинции Китая даже есть. Вот. Но это не правительственно, поэтому у нее, конечно, возможности ограничены. Сегодня создается Арктический совет 12 государств мира. И мы вот продолжительное время работали в этом направлении, участвовали в организационных
мероприятия в Канаде дважды, с МИДом нашим, и вот новым, первая встреча новым министром Министерства иностранных дел в числе некоторых вопросов стояло участие в Якутии, Арктическом совете. И в Канаде мы получили добро, что Якутия будет постоянным членом. И нынче летом должна завершающий этап создания этого Арктического совета на уровне министров иностранных дел. Должно в Канаде проходить, и юридически должны оформить. Я надеюсь, что мы будем представлены в этом совете. Тогда уже на государственном уровне Якутия будет принимать участие в решении арктических проблем. То есть, я так понимаю, значит, наше Северное соглашение, плюс Северный форум, плюс Арктический совет, это создается такая мощная, так сказать, структура, которая должна способствовать развитию Арктики и ее, так сказать, достойному вступлению в 21 век. И когда я Фридрику Майору, председателю ЮНЕСКО, говорил, ставил это, он мне говорил, вот господин Николаев, говорит, я впервые встречаюсь с человеком, который эту проблему будет ставить. То есть многие проблемы Арктики, они долгое время находились в тени. Вот смотрите, есть Международная организация здравоохранения. Занимается проблемой? Нет, не привлечен. Международная организация труда есть. Да? Привлечена эта организация? Нет, не привлечена. Вот ЮНЕСКО и так далее. То есть многие международные организации решения тяжелейших проблем Арктики не привлечены. Арктика не стоит. Вот поэтому наша задача именно привлечь эти международные организации, которые имеют богатейший опыт решения сложнейших проблем, будь это экономическое, будь это социальное, будь это культурное и так далее, и так далее. И вот наша задача стоит, что привлечь внимание международных организаций, и не только привлечь, в втором этапе, чтобы они принимали решения, принимали программу участия. Вот тогда будет Арктика не одинокая, Арктика будет тогда цельная часть планеты, тем более Арктика идет образование природы. Так? И воздуха, и так далее, много. И тогда Арктика станет, так сказать, потеплее к человеку, так сказать, более теплым домом для Я человека. глубоко убежден, 21 век это будет веком развития Арктики. Хорошо. Что-то у меня еще такой вопрос. В осуществлении идеи строительства, создания новой Якутии большое место занимает сейчас, как я понимаю, так сказать, и как это на самом деле есть, совершенно новая политика в отношении природы, новая экологическая политика республики. Вот как вы оцениваете то, что делается и предполагается сделать республикой в этом направлении? Потому что я знаю, что есть, знаете, такие разговоры, когда говорят, вот сейчас здесь будет заповедник, здесь будет заказник, сюда не ходи, сюда не ступи и так далее, и так далее. То есть не всем, видимо, понятно вот это до конца идея создания вот этих вот резервных территорий и так далее. Георгий Михайлович, вы помните, наверное, года 5-10 лет тому назад какая была политика? Любить природу, как охранять природу. И покорять их. И вторая одновременно нашла покорять. Да. Да, природу. Помните Вигур? Да. Жить покорить. Конечно. Покорить. Мы несколько изменили в духе новой философии строительства новой Якутии. Мы выбрали особо уникальные места
будь это озеро, так, будь это леса, будь это где скопление в большом количестве разнообразного животного мира. Определили. И мы их содержим, будем содержать в особо охраняемом режиме. Второе. Мы выделили, перед собой поставили довольно очень трудную задачу. 20% нашей территории должна находиться тоже в таком же режиме. Что это значит? Это не только не пущать. Помните историю? У нас в свое время были овцы-быки, потом исчезли. Да. Так. Причина, ну, навряд ли здесь, скорее всего, какие-то природные катаклизмы были. И мы по опыту Таймыра сейчас ведем переговоры с Канадой, чтобы завести на территорию республики исконных, что ли, хозяев, да, овцев-быков. Мы будем заводить яки, мы будем заводить, вернее, расширять ареалы вот этих великолепных наших изюбров. Изюбры остались островками, но природа не изменилась. Количественное отношение все меньше и меньше. Мы все условия создадим, чтобы количественное отношение больше было. Было больше не только о Лёкминском, там, в Улусе, маленьким островком изюбры находились, а практически Сарталёкная, Кандаласская, Алдамская, вот эта территория, это бывшие места обитания изюбров. То есть, да, да. Вот так мы будем не только пущать, но помогать природе восстанавливать тот животный мир, который в свое время она в своем развитии имела. Вот такая философия. А то, что это потребует большие финансовые ресурсы, это опять-таки, если мы считаем человека престижным объектом, так? Если мы экономику поворачиваем в интересах человека, ну а природа и человек это неделимые же. Без природы это не бывает человека. Да, колыбель. И человек без природы не может жить. Поэтому, безусловно, потребуются определенные расходы. Но мы сегодня, в прошлом году создали фонд 500+1, и он набирает силы. Сила пройдет так 1-2 года. Это достаточно устойчивый финансовый институт, который будет решать эти проблемы. Значит, можно сказать, что тот, кто сегодня проявляет заботу о природе, тот проявляет заботу о своих внуках и правнуках, потому что брать только сегодня у природы, не думая то, что останется тем, кто придет после, так сказать, это тоже безнравственно было бы. Философию человек понимает, что природа надо, а вот механизмы, так, и какими путями это решать, довольно сложно. И вот мы свою государственную национальную политику уже отработали. И надо сказать, эксперты Российской Федерации очень высокую оценку дали. И наше руководство Министерства охраны природы недавно было в Соединенных Штатах Америки. И тот подход, который отрабатывается в Якутии, получил очень высокую оценку. Очень высокую оценку. Поэтому я думаю, что мы в этом направлении правильном пути. Вот. Мы ее настойчиво будем решать. Тем более эту политику воспринимает молодежь, тем более эту политику воспринимают все жители. Они понимают, что это делается для людей. Николай Ильич, вот вы сейчас сказали о молодежи. Как раз в эти дни в Якутске проходил конгресс молодежи, молодых людей. И указом президента республики этот год был объявлен годом молодежи. Какова, так сказать, я бы сказал так, стратегическая цель
вот этой акте, который, в частности, проведение года молодежи? Ну, первое, в начале 21 века Якутия в каком положении будет находиться, я без преувеличивая могу сказать, вот та молодежь, школьники, которые сегодня за партами сидят, что мы им дадим, да, какую философию мы будем закладывать, так и будет Якутия. Чуда не будет, чуда не будет. Если Якутия будет топтаться нами, значит мы не сумели это сделать. А если мы поднимется Якутия в начале 21 века, мы будем искренне рады, что наша доля есть. Вот с этой философии мы очень много делаем, очень много. Я без преувеличения всякого могу сказать, что особенно в народном образовании, так, высшее развитие, высшее образование, науки, ощутимо уже вот за последние 2-3 года идет целенаправленная работа. Мы говорим, мы сегодня готовим кадры 21 века. Да, действительно мы готовим. Да, мы ищем таланты среди детей. Да, это действительно так. Да, мы находим лидеров. Мне поражает вот деятельность 33-й школы в городе. Да, вот. Великолепные ребята. Сегодня вот в 8-9 классе, а как рассуждаете? Какие ответы сложнейшие по проблеме развития, понимаете, человеческого общества дают? Это же великолепно же. Если ребята такими, понимаете, настойчивостью так будет внедряться, конечно, легче многие вопросы решит республика в начале 21 века. Что касается года молодежи, мы из общей, что ли, политики в отношении молодежи, в отношении детства, ну и еще раз хотели бы, чтобы это рамка государственной политики. Чтобы у нас все хозяйственные субъекты, все население поняло, чтобы какую работу целенаправленную мы проводим, что мы хотим достичь и что мы имеем в виду. Вот почему мы объявили. И второе, сама молодежь бы втянулась. Сама. Потому что взаимность должна быть. Взаимность. Без взаимности мы не решим. И вот сегодня я наблюдаю, что студенчество, школьная молодежь уже проявляет взаимность. И они начинают чувствовать, что власть в них нуждается. Совершенно верно. Совершенно верно, вы правильно подметили. Что они чувствуют, уже начинают чувствовать, что это они опора. Да. Опора именно через них пойдет преобразование нашей Якутии. Все демократические права и так далее, и так далее. Только через них, если они поймут, если они втянутся. И я большому убеждению могу сказать, что молодежь взаимно проявляет. И у меня последний вопрос, Михаил Иванович. Вот мне коллеги телевизионщики говорили, что вот эта вот беседа выйдет в эфир как раз в День независимости России. У вас есть возможность обратиться непосредственно к телезрителям в связи с этим праздником. 12 июня – это День России. Смысл, философия здесь громадная. Россия, насколько мне в памяти известно, не имела своего дня. Если своего дня не имеет, то своей истории не имеет. Поэтому мы вот эти дни будем праздновать перед выборами президента Российской Федерации. Эти выборы будут впервые в тысячелетней истории России. Те выборы, как Союзная Республика, была проведена первая российская президентка. Мы входили тогда в состав Союза. Поэтому это одно. А когда как самостоятельная великая держава проводит впервые свободные, на демократических условиях свою главу, это принципиально новый подход. Поэтому они связаны с празднованием.
Я прежде всего желал бы в этот день мира, согласия, терпения и убеждения, что мы обязательно поднимемся, что мы обязательно возродимся, и мы обязательно всем миром пойдем именно в том направлении, которое имеет цивилизованное общество, которое очень много достигли, и мы на обочине, в стороне, за железным занавесом никогда больше не будем стоять. Вместе Россия и пойдут по этому пути якутяне.